Кейинги сөз депутат Омаркуловта. Уважаемые коллеги, уважаемый член правительства, я разделяю вообще вот мнение моих коллег-депутатов по данному вопросу, так как Кумтор — это один из больших, наверное, месторождений вообще в мире. И к счастью, а может не к счастью, она оказалась именно на нашей территории, в нашем государстве. К сожалению, это все, как говорится, сегодня покрыто мраком до сих пор. Я понимаю, все претензии сегодня высказываются вот ныне действующему правительству. Это понятно, потому что они правопреемники работы правительства при той власти и при этой власти. Но мне непонятно, почему вы становитесь правопреемником аферы века. Почему вы сегодня оправдываете вот те первые, значит, соглашения, которые подписаны правительством еще при той власти? Почему вами до сих пор не поднимается вопрос об ответственности этих лиц? Кто тогда возглавлял правительство? Кто стоял у руля Кыргыз-Алтына? Кто занимался этим вопросом? Элементарно даже при проектной стоимости строительства золоторудного комбината Кумтор планировалось 276 миллионов. И почему в конце строительства она оказалась стоимостью 450,5 миллионов долларов? Кто прикарманил 176 миллионов долларов? Почему вы этот вопрос до сих пор не ставите? Почему не... Я завершу сейчас. Почему эти люди сегодня не отвечают? И это порождает круговую поруку. И следующие договора будут продолжаться таким же образом. Почему? Потому что ни один чиновник в нашей стране до сих пор не привлечен к ответственности за такой материальный ущерб, который наносит нашему государству. И народ хочет видеть, кто есть кто и кто стоял во главе вот этой аферы. И также сегодня в работе правительства этот вопрос остается опять же непонятным. И сегодня я бы хотел знать, и весь народ Кыргызстана хочет, кто все-таки виноват в этом деле. Поэтому сегодня те ваши стремления, те ваши сегодня наработки, они как бы вот в процессе всей вашей работы оно и не видно, и высвечивается все в негативном плане, как будто вы при этом виноваты. И то же самое, уважаемый Алмаз Шаршенович, сегодня продолжается вот по продовольственному кризису. Почему не привлечены к ответственности те люди, которые были в ответе за это дело? Почему не привлекаются к ответственности? Пускай видит народ, что сегодня именно вот за эти проработки наказан тот или иной министр. Я знаю, что Министерство экономики руководил уважаемый вот Джапаров, который стоит на трибуне. Почему никто не привлечен? Можно отвечать? Да, пожалуйста. Во-первых, в том, что не были накоплены соответствующие запасы зерна, в первую очередь была виновата бедность нашего государства. Просто не было финансов. Я разбирался, почему не было выполнено задание президента закупить зерно. Во-вторых, по поводу того, что мы Кумтор якобы оправдываем. В те времена, когда некоторые сидящие здесь депутаты молчали в тряпочку, я, Атамбаев, еще тогда и на президентских выборах в 2000 году, и до этого всегда говорил о том, что за Кумтор надо сажать. И сейчас я об этом говорю. И никто не мешает парламенту сейчас протокольно записать поручение Генпрокуратуре и так далее, чтобы разобрались до конца, кого надо посадили. Никто их не собирается оправдывать. А то, что вы говорите, что все видно в негативном цвете, видите, каждый видит то, что хочет, каждый судит по себе. Мы вам, вот сегодня 15%, мы вам приносим 30%. Сегодня, если в среднем сборном 5, мы доводим, вот как Темир Аргамбаев сказал, до 15%, если прибавить Исыкурский фонд. Мы приносим хорошее. Поэтому вы еще раз внимательно посмотрите, и я думаю, вы сможете отделить зерна от плевел. Спасибо. Это мы все видим, но... Да, я завершу, если можно. Это мой официальный депутатский запрос Генеральной прокуратуре, МВД, СНБ.
И прошу дать ответ мне и всем депутатам, значит, кто виноват вот в соглашении, в подписанном соглашении первоначальном, именно по месторождению Кумтор. Рахмат. Спасибо.